Ассаляму алейкум рахматуллах баракяту. Дорогие братья, напоминаю, сегодня пятница, альхамдулилля, самый лучший день из всех дней, когда поднимается солнце. В этот день был создан наш отец Адам, алейхиссалям. В этот день Расулуллах, алейхиссалям, нам рекомендовал делать гусль, тахарат, одеваться в чистую прекрасную одежду, белую, желательно светлую, умощиться благовониями и прийти пораньше в мечеть и ждать джума намаз, ждать проповедь. И кто это сделает, его будут встречать ангелы. И они раньше всех, значит, приходят, прилетают и записывают, кто пришел пораньше в мечеть. Кто пришел раньше всех, ему пишут, как будто он целый верблюда принес жертву. Кто придет чуть-чуть попозже, корову, кто попозже, барана, кто попозже, курицу, кто попозже, яйцо. Если имам уже поднялся на минбар, все, они собирают свитки и слетаются, чтобы слушать проповедь. И кто будет это делать, иншаллах, в смысле, сделает гусль и поможет членам семьи тоже купаться, потом, значит, оденется, умощится, придет, то и будет слушать внимательно имама, при этом не расталкивая других, сядет там, где найдет свободное место, то ему есть обещание от пророка, алейхиссалям, радостная весть, как говорится, сююнуч, да, радостная весть какая? Прощение грехов за целую неделю. Вот такой хороший у нас сегодня шанс. И в это тоже, значит, Расулуллах, алейхиссалям, рекомендовал в этот день чаще больше, чаще больше ему читать салаваты и читать суру Кахф. Значит, про салаваты несколько хадисов вспомним. Кахф тоже почитаем. В Кахфе, суре Кахф, в начале в самом Аллах говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи аллади анзаля аля абдихил китаба, ва лам ядж'аль лаху иваджа». Хвала Аллаха, который не спаслал своему рабу книгу, имеется в виду Коран Карим, «Ва лам ядж'аль лаху иваджа», и не установил в ней какую-то кривизну, какие-то несоответствия, какие-то противоречия. Коран — это наш манхадж, наш, значит, фундамент, опора, жизненная программа. И поэтому в следующем аяте, 27-м аяте суры Кахф, Аллах Та'аля говорит пророку, алейхиссалям: «Ватлю ма ухия илейка мин китаби раббик». Читай и следуй тому, что внушено тебе из Писания Господа твоего. «Ля мубаддиля ли калимати», никто не сможет заменить его слова. «Валян таджида мин дунихи мультахада», и ты не найдешь себе, кроме него, убежище. Соответственно, понимается из аята, кто читает Коран, живет по нему, то его никто не сможет ввести в заблуждение, никто не сможет его с пути сдвинуть. Да? «Ля мубадиля ли калиматилля», потому что ты крепко держишься за слова Аллаха, и никто не сможет их заменить, слова Аллаха, и тебя тоже никто не сможет заменить. И понятно, что кроме Аллаха у нас нет иного защитника, нет иной опоры, нет иной надежды. Это Аллах самый надежный, на кого мы опираемся. Да, и в конце суры также Аллах Та'аля говорит пророку, алейхиссалям: «Куль иннама ана башар», скажи, о Мухаммад, алейхиссалям, «воистину я человек, мислюкум, подобный вам». У пророка, алейхиссалям, были такие же проблемы, как у нас: здоровье, семья, экономика, общество и так далее. И радости такие же были, как и у нас, альхамдулилля. В общем, он был человек. «Юха илайя аннама иляхукум иляху вахид». Однако особенность его была в том, что он получал откровение. Напрямую к нему приходили откровения через Джабраиля, алейхиссалям. О чем? «Аннама иляхукум иляху вахид», о том, что ваш Господь единый Господь. Аллах один един, у него нету ни друзей, то есть
как сказать, друг ваш есть, Ибрахим Халилюр Рахман говорит. У него нету родителей, у него нету детей, он один-един самодостаточный, субхану тааля. И никто и ничто с ним не сравним. Джалля Джаляль. Он Тааля выше всех, Всевышний. Фаман кана ярджу лиқа рабби. Поэтому, кто надеется на встречу со Всевышним, кто на встречу со Всевышним надеется, на встречу с Господом своим, что надо делать? Надо готовиться. Готовиться. Как готовиться? Фальямаль амалян салиха. Делая добрые дела. Делайте добрые дела. Они будут вашим аргументом, вашим документом, вашим доказательством о любви и преданности к Всевышнему. И при этом «Валя юшрик би ибадати раббихи ахада», служа Господу своему, никого, ничего не ставьте на его уровень. Ради женщин не старайтесь, ради детей не старайтесь, ради денег не старайтесь, ради чтобы похвалили, какой хороший, не старайтесь. Только халисан мухлисан. Искренне ради Аллаха старайтесь. Тогда, иншаллах, будет все хорошо. И Аллах обещал, свои обещания Аллах не нарушает. Валь акибату лиль муттакин. Хороший конец будет у тех, кто является осторожным перед Аллахом, старается соблюдать Его законы.